Здравствуйте, в эфире «Чегемская правда». Сегодня мы, даже гадать не надо, о чем мы будем говорить. Мы будем говорить о том, что у нас произошла очередная смена власти, то есть очередной раз досрочно уходит в отставку президент, третий по счету, третий раз подряд. И это уже, увы, становится такой абхазской традиции политической. И сегодня мы, естественно, будем говорить об этом, будем говорить о том, как нам дальше, в общем-то, выстраивать свою политическую модель, как выстраивать вообще ту систему, которая была бы более стабильной, с одной стороны, с другой стороны, отвечала бы чаяниям ее граждан, чтобы граждане не собирались и не выгоняли своего президента, в общем, восвояси. Сегодня у нас в гостях наш постоянный политический эксперт Астамур Тани. Астамур, добрый день. Добрый день. Ну, было понятно изначально, что вот это инвестсоглашение, оно у нас как бы непроходное, да, там очень многие слои населения. Это не только там речь шла об оппозиции конкретно, да, там ее представителях, о том, что вот это инвестсоглашение абсолютно не годится, что там нет ни одного пункта проабхазского, говорили там интеллигенция, там научные круги и так далее. Обычные крестьяне, там я видел, допустим, на этих протестных акциях очень большое количество там жителей Пицунды, Гагры, которые там имеют, владельцы там небольших гостиниц, да, там кто-то там имеет гостевые дома, кто-то гостинички, кто-то ресторанчики. То есть они, видимо, действительно поняли, что это в первую очередь такое решение, которое так или иначе, которое коснется их. Но власть вот как бы непоколебимая осталась, там пыталась она во что бы то ни стало провести эту сессию. Часть депутатов просто как бы в режим, скрытый режим какой-то перешли, то есть они ни на звонки, ни на что не отвечали, как писали соцсети, они где-то в здании администрации провели ночь и так далее. Некоторые там публично уже избиратели, вот по уже налаженной схеме, да, когда, как история была с апартаментами, по налаженной схеме люди там вызывали своих депутатов по округам и как бы и те вынуждены были говорить, что мы не будем голосовать вот за соглашение. Ну вот такие настроения существовали, да, тут с другой стороны за несколько дней до этого голосования были такие демонстративные задержания оппозиционеров, там мордой в асфальт и так далее, то есть президент пытался показать силу, и эта оппозиция потом мосты, в общем-то 3 стратегических моста блокировала. Ну, атмосфера накаленная. Но вот почему у нас вот есть всегда у исполнительной власти, у президентов, в особенности это касается президентов уже не, которые там уже не первый год управляют, то есть их президентский срок там уже, по крайней мере, за экватор или ближе к концу идет, что они вот становятся такими абсолютно как бы не очень понимающими реалии. У меня такой длинный вопрос. Почему нельзя было, условно говоря, отложить это соглашение, да? Какой из твоих вопросов отвечать? Ну, на все, на какие, может, на все, да, может, избирательно. Ну, здесь для ситуации больше всего подходит цитата из бессмертного Виктора Степановича Черномырдина. «Никогда такого не было, и вот опять». Вот. Причины, в общем-то, не изменились. Абхазия живет в условиях перманентного кризиса. И это связано и с социально-экономической ситуацией, и с тем, что у нас политическая надстройка, она совершенно не отвечает реалиям сегодняшнего дня. У нас президент наделен гигантскими полномочиями, все знают, что он наделен гигантскими полномочиями, и внешние акторы знают, и внутренние лоббистские группы знают, что все решения принимаются через президента, все законные решения. Естественно, он подвергается всестороннему давлению, как и извне, так и изнутри. Ну, есть и потом и свои сторонники, которые порой хуже, чем противники.
которых тоже нужно удовлетворить. То есть вот, а реалии, если говорить, реально, наш президент эти полномочия реализовать не в состоянии. У него нет инструментария. Потому что это маленькое общество, и как-то мне слабо представляется, что в этом обществе вот одна половина будет бить другую резиновыми дубинками, а третья будет только аплодировать, а другая половина будет аплодировать. Вот. Здесь есть свои характеристики у нашего общества. А оно, уже много раз мы говорили, там такой клубок вот этих связей, что ты порой, даже будучи местным человеком, ты иногда удивляешься, что этих людей может связывать. Потом выясняешь, что эти люди действительно имеют какие-то там тесные друг с другом связи. Поэтому не учитывать, если ты возглавляешь Абхазию, не учитывать эти характеристики нашего общества нельзя. Вот попытка преодолеть это посредством силовых структур, мне кажется, еще более усугубила положение исполнительной власти. Вот эта вся нездоровая атмосфера, работа всех этих телеграм-каналов, льющаяся оттуда вот, черная масса, вот эта вся. И мне кажется, это только усугубляло внутриполитическую ситуацию, значительно сужала легитимность и поддержку со стороны общества в отношении действующей власти. Тем более, что, если не говорить о каких-то текущих вопросах, которые, кстати, мы знаем, что когда президента у нас нету по несколько месяцев, текущие вопросы также решаются, как будто они есть. И при его... Такое у меня подозрение, даже если его не будет, некоторые вопросы будут сами по себе решаться. Вот, за счет работы каких-то местных там, органов власти, там, может быть, отчасти центральных структур, но в большей степени местных органов власти. Вот. Поэтому, если вот, посмотреть назад, то каких-то значимых шагов, даже и заявленной при период выборов, президентом сделано не было. Прежде всего, не была изменена политическая модель таким образом, чтобы, во-первых, отказаться от тех полномочий, которые создают проблему для тебя самого. Вы же обращали внимание, что у нас обычно кризисы решаются не столько исполнительной властью, сколько законодательной. Это сейчас как-то странно парламент дистанцировался, вот. Но обычно у нас решается за счет каких-то коллективных усилий эти кризисы. А исполнительная власть, она как бы, несмотря на свои гигантские полномочия, ничего с кризисом сделать не может. Вот надо было это привести в соответствии с реалиями сегодняшнего дня. Вот. И, конечно, очень важный вопрос. Тоже мы с тобой, я думаю, с заметной регулярностью на протяжении, если не примерно 3 лет говорим о том, что в Абхазию идет капитализм. И впервые за долгие годы появилась возможность, что придут серьезные финансовые ресурсы сюда. И надо было их организовать, это очень трудно, конечно, организовать таким образом, чтобы они, с одной стороны, не смыли наш нарождающийся бизнес, чтобы мы не утратили контроль над собственной экономикой, потому что нация без контроля над собственной экономикой существовать не может. Это будет фольклорный ансамбль, а не нация, если у нее нет своих рычагов контроля за своими национальными ресурсами, с помощью которых она будет развиваться в культурном отношении, технологическом, повышать свою конкурентоспособность. Вот у нас очень остро стоят языки. Мы нация, но я не хочу говорить, что в угрожающем, так мягко говоря, скажем, положении находится наша нация. И в языковом отношении, и в демографическом отношении. Но по этим вопросам вообще даже толком не обсуждали эти вопросы. Хотя для нас они базовые, ключевые. Как мы будем решать эти вопросы, если нашу экономику будут контролировать иностранные корпорации, допустим. Вот, потому что наша политическая власть
автоматически станет придатком этих корпораций. Она будет зависеть не столько от нашего общества, сколько от тех, кто определяет экономический климат в регионе. То есть здесь у нас определенно, у нас, конечно, здесь надо относиться как к заповедной территории. Потому что, маленький народ. Здесь к нему нельзя с ним также бросать его в волны свободной конкуренции. Это значит обречь его на растворение. К сожалению, это так. Здесь есть и минусы в этом, но мы в таком состоянии находимся. Я бы еще на одну особенность обратил бы внимание. Да, у нас это третий раз, очень много чего совпадает. То есть сценарий того, как разворачивалось событие, он в принципе один и тот же. Да, там президентский дворец штурмом берется, потом президент куда-то перемещается в другую такую-то плоскость, да, идут переговоры, в конце концов он там уходит, пишет заявление об отставке, парламент удовлетворяет. То есть это такая схема, она достаточно стала уже универсальной, и как бы все по этим лекалам идет. Так уходил Анкваб, так уходил Хаджимба, сейчас вот так ушел Бжаня. При этом, в общем-то, предыдущие две революции, они проходили, в общем-то, это внутренний такой междусобойчик был. Особо мы вот как-то не затрагивали какие-то внешние вопросы, но сейчас, в общем-то, вот в проталкивании вот этих соглашений, не только это касается инвестиционного соглашения, но и по апартаментам и так далее, президент Аслан Бжаня, он подводил определенную идеологическую базу, которая, в общем-то, она вот для нас какая-то как-то дикость было смотреть. Это маленькая Абхазия, все друг друга знают, и тут вот как бы политический экстремизм, да, агентурная сеть Запада, еще что-то, короче, там огромное количество, вот эти все, которые против, это вот антироссийский элемент, то есть, вот что-то вот какого-то из параллельного мира, да, тезисы и ярлыки, которые, в общем-то, президент навешивал на часть своих граждан, достаточно большую часть своих граждан, оно крайне как бы плохо воспринималось и воспринимается в абхазском обществе. Я, кстати говоря, вот это последнее его интервью там уже, когда он уже за день, то ли в тот день он писал заявление об отставке, видимо, это до отставки он писал, такое очень крайне негативное по отношению к своему народу, вот такое заявление. Но насколько вот внешний фактор у нас вот влияет на такого рода процессы? Я думаю, что меньше надо было слушать так называемых внешних экспертов, которые на самом деле ничего не понимают во внутриабхазской жизни. Этих политтехнологов, потому что ушедшей властью последние годы особенно заметно делалась ставка на силовые структуры. И, естественно, власть же не может работать просто силовым путем без идеологического обоснования применения силы. Значит, они решили, что необходимо формировать образ врага, который мешает нашей предполагаемой прекрасной жизни. И отсюда вот эти все клише. Потому что вокруг этих клише, это стандарты пропаганды, формировалась и идеологическая пропагандистская работа. Вот. Что это в корне ошибочно, потому что это совершенно, я опять-таки говорю, или наши, которые это стали применять, или те, кто им советовали, они на самом деле гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Абхазское общество имеет определенные защитные механизмы против пропаганды. Потому что оно находится в непрерывном, тесном контакте друг с другом. У нас происходят регулярно в неделю 2-3 раза какие-то массовые мероприятия. Ачки и бзиры. Плохое и хорошее. И постоянные контакты между родственниками. Если ты возьмешь кого-то из родственников, провозгласишь там агентом Запада, вот,
у их ближайших родственников, знакомых всегда есть возможность это лично убедиться, является он агентом Запада или еще кем-то. Вот. То есть это все было изначально, просто нужно было, не знаю, как-то... И у нас такой опыт был в предыдущие годы, когда вот такие грубые такие всякие шаги так называемых специалистов, вот, они приводили к нехорошим последствиям. Вот. Здесь надо было это дело надо было понять. Вот. Здесь без общественного договора управлять Абхазией не получится. Хоть ты закрой все политические институты, тем скорее произойдет то, что произошло. Заборы, забор как это может удержать вообще? Может, за забором будет вся жизнь протекать. Это никак, это просто внешняя демонстрация своего бессилия. И исходя из того, что у нас, если мы хотим действительно строить абхазское государство, а не знаю, задавить абхазскую нацию, и чтобы здесь все политические, экономические вопросы решались без участия абхазов, это другой подход. А если мы хотим, чтобы здесь развивалась абхазская нация, нужно привести всю политическую методологию в соответствии с нашими особенностями. Да, конечно, нужно, я не призываю никакой архаики, но ты должен понимать, с каким материалом работаешь. Государство должно, естественно, работать на модернизацию. Бжани, я думаю, тоже на самом деле он предлагал модернизационный проект. Но в результате этой модернизации, наверное, конечно, какая-то инфраструктура бы появилась, развилось бы что-то. Но так могло получиться, что эта модернизация была бы ради модернизации, а не ради выживания абхазского народа. Вот это не было учтено. Вот. Поэтому, чтобы мы не были зависимы от всякого волюнтаризма или критически зависимы от каких-то субъективных факторов, ошибок каких-то, здесь надо максимально сформировать таким образом политическую систему, чтобы решения принимались с участием как можно более широкого круга людей. Ну вот в этом контексте, в контексте того, что с широким кругом людей и вообще не только кругом людей, но и вообще, наверное, исходить вот из этих абхазских традиций все-таки. Опять же, мы понимаем, что президентская власть, учитывая, что третий президент подряд уходит вот таким вот образом, мы понимаем, что вот институт президентства в той форме, в которой он есть, он себя изжил. Он никак не отвечает тем вызовам, которые существуют. Он не то, что изжил. Он изначально в таком виде был ошибочным. Ну да. В конце концов, эта конституция писалась в 1994 году. Это сразу же я просто напомню, что такое 1994 год. Эта страна только что вышла с войны. Полностью разрушенная экономика, кругом одни враги. Россия объявила Абхазии блокаду экономическую, политическую и так далее. И вот там нужен был, условно говоря, свой такой главнокомандующий. То есть война для него не продолжается с одной стороны. Да, и кроме того, угроза новой войны со стороны Грузии, она постоянно нависала и давала себе знать. Там эти события всякие 98-й и так далее года, 2001. И вот в этой ситуации как бы была фигура президента, должность президента, она была написана под конкретную фигуру Владислава Ардзена. Там в то время абсолютно авторитет безграничный, имевший в абхазском обществе. Потом время поменялось, да, это уже, когда Владислав ушел, там пришли другие, было видно, что, в общем-то, костюм все тот же, да, люди меняются в должности президента, а мундир, сшитый под Владислава, явно, в общем-то, не очень-то и подходит новым президентам, потому что полномочия все те же, а уровень доверия, степени доверия. Ошибка, мне кажется, это сейчас по знаниям легко говорить. Про ошибки 30-летней давности. Ошибка состояла в том, что
Но вот в войну Абхазия была парламентской республикой. Вот. Тем не менее, Владислав Григорьевич был наделен большой властью. Здесь это было все наоборот. Он большой властью наделен был не потому, что это было институционализировано. Это было связано с его личными характеристиками, авторитетом и заслугами уже после войны. То есть под то, что... Я уверен, даже если бы мы Конституцию тогда не поменяли, предположим, вот если такое предположим, хотя ее надо было менять, современные институты вводить, потому что там была советская Конституция 25-го года. Вот. Все равно он бы наделен был бы большой властью. В силу своих личных характеристик. Вот. А люди, которые, допустим, естественно, не наделены такими талантами и подобным авторитетом, вот ты дай им вот эти полномочия в Конституции, которые записаны, они все равно их не могут реализовать. Здесь государство таким образом невозможно сакрализировать. Здесь и министры, и президент Багапш ходил каждое утро на Брехаловку. Кофе пил. Но это характерно только, может быть, для таких маленьких государств, как наш. Ты же не можешь его... Сегодня он с тобой кофе пьет, а завтра ты не можешь его представлять, что он там как Будда сидит и что-то там вещает, и от него исходит там какая-то благодать, непорочные решения. Это же невозможно сделать. Поэтому... поменяют, не поменяют Конституцию, но не сможет президент пользоваться этим объемом полномочий. Зачем подставлять человека заведомо? Потому что другие и наши партнеры, они не обязаны вникать в какие у нас там внутренние характеристики. Они с нами пытаются сотрудничать, исходя из того, что у нас написано в Конституции, что мы себя государством провозгласили. Давайте приведем наши законы все-таки в большее соответствие с требованиями нашего состояния. И на самом деле у нас выбор-то не столь и большой. Первый путь – это вот как раз то, что предлагал Аслан Бжани. Он более легкий путь. Как модернизировать и изменить страну. И если, допустим, мы не застрахованы, что это опять не повторится. Потому что у нас очень много времени прошло, и мы так и ни разу не предприняли успешной попытки выработать и исследовать какой-то программе, которая бы соответствовала нашим национальным интересам, интересам нашего выживания. Вот. Обеспечить наше выживание гораздо труднее, и не так материально выгодно для политических элит, как путь широких дверей для иностранного капитала. Это путь гораздо более сложный. С большим количеством неизвестных получится, не получится. Но у нас на самом деле, если мы действительно... Вопрос в целеполагании. Какая у нас цель? Чтобы здесь... все время говорят Батуми. Сделать здесь Батуми по всему побережью. В этом Батуми ты Абхаза не найдешь. Либо сделать, может быть, не так быстро, государство, у которого будет свое национальное лицо, в котором будет все-таки более бережное отношение и к нашей природе, и будет какая-то своя привлекательность, своя особенность. В этом что же эту нашу страну, помимо нас, другие тоже любят за какой-то ее особенности ее характера. Это, конечно, более сложная задача. Она тоже не дешевая. Но она должна способствовать раскрытию собственных экономических сил. Два пути на самом деле. Если мы в очередной раз скажем А, не скажем Б, не сделаем шаг в этом направлении, я уверен, что будет избран вновь этот путь открытых дверей, раз.
два говорят, будет повторяться революция, не факт. Это можно учесть недоработки предшественников и вполне обеспечить так, что мало не покажется и все реализовать. Это тоже в истории Абхазии такое бывало. Вот. Поэтому сейчас, может, в этом смысле для нас, у нас все время мы любим это слово дурацкое, судьбоносный момент в очередной раз. Да. Ну, вот здесь ты говоришь о модернизации и так далее, там разные варианты, там один джаневский вариант, другой более с таким национальным подтекстом. Тем не менее, у нас не один вариант, учитывая ту систему управления, которая у нас есть, она не вызывает там какого-то доверия общества, она все время как-то как его просаживается, то есть никакого продвижения нет, в силу того, что, опять же, мы говорим, что вот есть президентская власть, где президент себя чувствует самодержцем, и там как бы он пытается влиять там на судебную власть, на законодательную власть, да, я вот говорил о том, как мы выбирали до этого, да, то есть странно было, вот парламент выбрали, большинство людей, туда попавшие, это вот по протекции президента, да, там огромные, наверное... Ну, слушай, он же их не назначал. Он их не назначал, но тем не менее, ну вот как-то так получилось, что эти люди абсолютно малоизвестны. Часто у нас и порой справедливо парламент критикуют, но давайте не будем забывать, были моменты, когда благодаря парламенту, во всяком случае, какие-то вещи удавалось сделать. Потому что власть в Абхазии находится... Астамор. Это все-таки не благодаря парламенту, это все-таки благодаря вот принципу, что в Абхазии власть находится на расстоянии вытянутой руки от своих граждан. Вот когда эта вытянутая рука чувствуется, тогда и парламент как бы становится более чувствительным и внимательным к запросам своего общества. До тех пор, пока вот этого нет, пока вон там народ не соберется у окон парламента, в общем-то, вот то же соглашение, которое вот сейчас вызвало вот этот такой резонанс, оно могло спокойно пройти без всякой... Совершенно с тобой согласен. И я говорю о принципах, как этот парламент формируется. С каждым разом, с каждыми выборами вот это формирование парламента становится более циничным. К сожалению, достаточно серьезная часть депутатов, это мы выбираем по принципу депутат-автомат. Монетку закинул, вовремя поднял голос. И не обязательно, чтобы ты слышал его голос. Главное, чтобы он проголосовал. К сожалению, это мы вот как бы довели вот эту ситуацию. Я бы не хотел бы сейчас, чтобы мы рисовали с этого парламента, чтобы пылинки сдували, такой святой орган. Нет, у нас вся система власти из-за вот отсутствия вот такого нормального баланса, она прогнила, вся эта система. И, к сожалению, у нас 3 месяца до выборов, мы идем к этим выборам и и опять идем по старым лекалам. То есть по старым лекалам это означает, что вот этот день сурка для нас опять будет неизбежен. Ну, мне кажется, вот я читал недавно 2 очень конструктивных заявления. Одно сделали юристы, а другое общественники сделали. Ты подписывал его, да. Мы должны этот период междуцарствия использовать для того, чтобы... Потому что вот этот самый плодотворный период – это у нас период междуцарствия. Вот, используют для того, чтобы были необратимо проведены политические реформы. Потому что опять возникнет желание, боюсь, все это дело, во-первых, текучка сразу нахлынет. Вот придет новая власть, на нее сразу нахлынет масса проблем, и электричество и так далее. В этой текучке это все политическая реформа, она будет все время откладываться в долгий ящик. Да, просто физически будет времени не хватать. Вот. А на самом деле, потом и желание пропадет этим заниматься. Вот. Прекрасно же получается. Будет казаться, прекрасно же получается без этого. Поэтому мы максимально должны использовать общественную активность,
Кстати, для того, чтобы запустить процесс реформ, и он приобрел необратимый характер. Вот. У нас, конечно, автоматически с изменением политической системы ситуация не изменится. Мы же уже, у нас много лет идет, вот то, что ты сейчас так эмоционально говорил, это следствие все развращения и деградации нашего общества. Это же элиты правящие, это отражение состояния нашего общества. Вот сколько раз я знаю примеры, допустим, на самом деле какой-нибудь крупный специалист или там, допустим, известный участвует в выборах, даже во второй тур не попадает. Да. А проходит человек, у которого и среднего образования есть, нету, неизвестно. Такое тоже бывает у нас. И такое есть. Да, это же не только потому, что там власть его опекает. У нас сложилась уличная культура, местечковая такая. В рамках этой местечковой культуры на депутата парламента смотрят как на, простите за это выражение, решалу, который должен там засыпать дорогу, сделать там освещение, детскую площадку. Хотя это совершенно в его функционал не входит. Совершенно не входит. Естественно, это всю систему коррумпирует. Потому что этот человек, чтобы его постоянно избирали, он должен быть в хороших отношениях с исполнительной властью, чтобы их проблемы эти решать на местах. И тут получается процесс рука руку моет. То есть это все взаимосвязанные вещи. Сразу это не изменишь. Но мы должны создать условия для воспитания нашего общества, его политической культуры, самосознания и так далее. Средства массовой информации должны на это работать, не на оболванивание человека, а на то, чтобы у него включалось критическое мышление. Вот. Это очень непростая государственная задача. За 5 лет ее не решишь точно, но можно сделать так, что будет заметно. Прогресс может, во-первых, показать, что власть справедлива и что она не ворует, это можно достаточно быстро. Здесь это не бином Ньютона. Не знаю, можно просто взять кандидатов, попросить, пусть пойдут на святилище, поклянутся, что они не будут работать в личных интересах, корпоративных. Не знаю, если, может, у нас такие традиционные вещи подключить к этому делу. Но люди сразу увидят. Но они же видят, когда вдруг появляется окружение, допустим, главы государства, начинает резко его благосостояние на глазах улучшаться. Люди же понимают природу этого явления. Они знают, какие зарплаты и какой уровень благоденствия. Вот эти вещи достаточно быстро можно сделать. А когда ты эти вещи сделаешь, это уже базис общественного народного доверия для того, чтобы более сложные вещи делать. И непопулярные решения принимать. То есть это так, это все невозможно сделать только что-то в одном месте. Вот. Это придется параллельно этот вопрос решать. Понятно, параллельно решат, но тем не менее вот сейчас нам нужно все-таки за эти 3 месяца, которые остаются до президентских выборов, выработать некую дорожную карту, причем ее зафиксировать. Не выработать, а принять. Принять. Но выработать сперва и принять, да? То есть, уже вырабатываем 30 лет. Да, то есть вот как-то совсем мы в таком цейтноте работаем. Вообще в силу того, что вот сейчас все политические силы, они как-то на старте президентской кампании, а нет вот этого условного безоговорочного административного ресурса, да, то можно было бы, наверное, сейчас поискать вот в этой среде разнообразной, там, сторонников бывшего президента, оппозиции и так далее, людей, которые, в общем-то, хотят, имеют желание, в общем-то, и понимание того, что нужно что-то поменять в этих правилах, которые... Слушай, еще надо одну важную задачу решить. Осуществить, наконец, смену поколений во власти. Сколько может Абхазия управлять люди, которые начали карьеру еще в партийных, комсомольских и всех прочих советских органах власти. Но надо смену поколений сделать.
это же уже даже скучно на одно и то же смотреть. Но это же они должны, по крайней мере, вот я не знаю, кто пойдет баллотироваться в президенты. Хотелось бы, чтобы обе команды возглавлялись и состояли из молодых людей. Потому что у нас получается так. Идет человек достаточно зрелого возраста, да, который уже еще побывал еще в Компартии, был членом Компартии, допустим, вот, в каких-то структурах советских поработал. И вот в качестве такого фона молодежь тут рядом. Вот типа я буду делать для молодежи. Не надо. Пусть молодежь сама себе сделает. Старшее поколение, оно уже ментально, просто даже биологически не подходит для решения тех задач, которые перед нами стоят. Вот надо этим людям успокоиться. Они все-таки должны как-то преграждать своими телами движение вперед, прогресс. Да, но у нас есть это, вот, знаешь, культура такая старшего вперед, политику, политическое пространство все занято людьми перезрелого возраста. Простите за это выражение, да, я не знаю, но это уже, это критично, потому что если люди, которым 25 выше, до 45, это самые активные. Владислав Альцгеймер стал в 45 лет, возглавил Абхазию. Наполеон в 30 лет стал первым консулом, в 35 стал императором. Кастро там 30 с чем-то. Но это же все... Есть вещи, которые старики не могут... Вы хотите, чтобы было у нас поколение инфантильное, безответственное? Но если ты ему не доверяешь управление страной, в конце концов настанет момент, когда эти люди уйдут в мир иной просто. Но должно же быть поколение, которое будет управлять страной, наверное. Мы же так воспитываем людей, инфантильное поколение, потому что мы его всегда бьем по рукам, не даем им идти вперед. Вот этого хотелось бы, чтобы и молодежь тоже, чтобы она перестала прикрываться какими-то вот старыми персоналиями. Не надо среди старых персоналий, даже среди очень уважаемых, хороших, любимых, искать, не знаю, за ними прятаться. Посмотрите на своих сверстников. Вот я тебе говорю, диапазон от 25 до 45 лет. Почему у нас движущая сила всех этих событий, реально, это молодые люди. А плодами пользуются люди, которым хорошо за 60. Вот. Обязательно это очень важно сделать. Потому что мы застряли уже. У нас 30 лет страной управляет одна и та же элита. С другой стороны, вот опять же, это системное, наверное. И системно, и с культурой связано. Мы так и не сформировали вот такой преемственность политического класса. То есть вот принцип, опять же говорю, когда там выдергиваются люди, которые, в общем, вчера на корточках сидели, а завтра он депутат парламента, да, то есть и там тоже, в общем-то, из себя ничего не представляет, кроме того, как голосует. Мы вообще как бы оставили вот этих старых бонс, которые там еще там с конца 80-х оказались в политике, да, то есть и на их фоне, конечно, эти люди смотрятся вполне респектабельно, замечательно и как бы такими гуру смотрятся. Мне кажется, нам надо все-таки вернуться к тому, чтобы создавать, реально думать о том, какой у нас будет политический класс сегодня. То, что это был бы такой непрекращающийся процесс, чтобы не происходило о том, что вот политический класс как вырабатывается из того, кто как бы будет брать там президентский дворец. В общем-то, там должны быть другие мысли заложены.
заложены, другие принципы должны быть заложены, другой аккумулироваться, в общем-то, интеллектуальный уровень, да, к сожалению, у нас вот этого нет, да, то есть когда люди, опять же, в парламент попадают, не имея даже среднего образования толкового, да, то есть там министрами становятся иногда некоторые там как бы с какими-то левыми дипломами, да, то есть это действительно вот такая ситуация, которая привела к тому, что у нас, вот ты говоришь, вот у нас есть там люди, которые там... Поэтому надо сделать, чтобы руководители центральных органов исполнительной власти утверждали через парламент. И чтобы это происходило публично. Потому что, как это Петр I писал, чтобы выступали не по бумажке, а говорили сами, дабы дурость каждого видна была. Вот. Телевидение. Мощнейший инструмент. Поставив телевизионные камеры, пришел, президент прислал человека на должность того или иного министра. И он излагает свое видение. Потом это вызовет массу откликов в СМИ, везде. Ну, ты же постесняешься выдвигать человека, который ни Б, ни М. Ну, это же очень простое средство, которое... Для чего публичная власть вообще существует? Почему вот у нас парламент закрыли, вообще как это можно себя уважать, работать в клетке? Ну, чтобы дурь его не была видна. Как тебе объяснить? Ну как, это вообще самоубийство для политической элиты правящей. А это рано или поздно приводит к взрывам, ни к чему хорошему не приводит. Здесь просто абхазское общество маленькое, здесь быстро это, как муха дрозофила. Но все-таки есть какая-то надежда, опять же, что мы за 3 месяца выработаем какие-то новые правила? Надежду мы не теряем 30 лет. Не, понятно, это 30 лет не теряем, мы с таким же успехом будем еще 30 лет не терять надежду. С таким успехом не Но вот сейчас, кстати говоря, юристы предложили, у нас трижды создавались конституции. Предложили, и самое главное, предложить легко. Надо этим юристам, молодым, не ждать, что с их бумажкой будут как списанной торбой носиться. Они должны торпедировать органы власти, общественность. Если вы хотите что-то сделать, там этим людям, я их многих знаю, они по своим способностям, ну, очень далеко, этим большинство этих призывов нашей власти очень далеко до этих людей. По своему кругозору, развитию. Но они все время куда-то сторонятся. Вот надо эту культуру поменять тоже. Они должны бомбардировать и общественную структуру, и партии, и оппозицию, и парламент, все, чтобы эти идеи продвигать. Политикой надо заниматься, молодежи. Не какие-то создавать там непонятные клубы, у которых нету там ни программы, ничего, просто какие-то акционизм какой-то. Ты же должен представлять, как решать стоящие перед страной проблемы. Для этого нужна политические правила существуют. Правила борьбы. В политической борьбе надо участвовать. Не создавать шумовой эффект вокруг политики, а непосредственно самим заниматься. Тем не менее, там одна идея есть, которая раньше вот все эти президентские комиссии по конституционным реформам, они были президентскими, да, инициированы президентами. Сейчас они предлагают все-таки парламент сделать, это сделать при парламенте. И мне кажется, здесь больше есть шансов, что это дело сдвинется. Я вообще на этой оптимистичной ноте. Кризис у нас, к сожалению, перманентный, почти хронический, перманентно случаются острые фазы его. Решение кризиса будет. Просто оно будет либо в нашу пользу, либо вопреки всем нашим интересам. Вот чтобы вопреки нашим интересам не было бы, нам нужно вот думать, как дальше жить. И я еще раз напоминаю, что у нас произошла 3-я по счету абхазская революция, так условно говоря, чтобы 3-я по счету, и это 3-й день сурка, и чтобы вот этот 4-й день сурка не нас... Извини, перебью, вспомнил в советские времена КВН, и там показывали
вышел посол, представляется, что он посол какой-то там страны экзотической, говорит, у нас произошла 35-я революция, но и она тоже социалистическая. Вот. Чтобы так не получилось, да, чтобы начались реальные перемены. Вот да, это чтобы начались реальные перемены, чтобы с нами не случился вечный, чтобы мы, наконец, этот день сурка закончился. Я напоминаю, что у нас в гостях была Астамур Таня. Нас можно смотреть на YouTube-канале «Чегемская правда». Нас можно смотреть еще на Рутюбе. Нас можно смотреть иногда на Базать ТВ телеканале. Нас можно где-то что-то услышать, прочесть на сайте газеты «Чегемская правда». Какие-то мои комментарии на моем телеграм-канале Инал Хашик «Чегемская правда» и на Facebook страница «Чегемская правда». Там тоже подписывайтесь. В общем-то, я все вроде бы сказал. До свидания, до следующих встреч.